С Айкой Жаксыбай о креативных индустриях мы говорим уже лет 7. А ВОЗ и ныне там. Но время идет, а мы как страна теряем свои возможности и теряем свои позиции на глобальном конкурентном рынке. И это очень печально, потому что мы на самом деле до сих пор не умеем красиво упаковывать и продавать свою креативность и свою самоидентичность, свою уникальную евразийскую особенность. Об этом мы поговорим с Айкой Жаксыбай в очередной серии Self-Made Stories. Будут истории о харассменте, о личных проблемах и всех дискриминациях, с которыми сталкивалась Айка на своем карьерном пути. Обязательно досмотрите это видео до конца, нажмите на лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить рекомендации на новые интересные видео. Это Азиза Шужеева и мой авторский YouTube канал. Я сейчас такую вот прям начну наше интервью с такой крамольной фразы о том, что современная мода, ну вот на мой взгляд, подошла к своему какому-то финалу, какому-то кризису или тупику. Вот объясню почему. Это, кстати, не только мое мнение. Вообще мода как родилась? Феномен моды сложился из-за того, что люди в стародавние времена делились по сословиям. То есть сословие хотело видеть близких себе людей, и, соответственно, сословия все одевались по-разному. То есть богатое сословие предпочитало какие-то наряды, и они так друг друга с помощью одежды идентифицировали. Ну вот как рыбак рыбака видит издалека. Бедное сословие могли себя идентифицировать с помощью одежды, да, и находить общий язык, ну и так дальше. Сейчас мы живем в новом мире, мире глобальных технологий, демократических ценностей, и новое поколение, поколение новых лидеров, таких как там Марк Цукерберг, Билл Гейтс, они всем своим видом демонстрируют, что они выше над вот этими сословными разделениями, и, соответственно, они не выпячивают никакие бренды и вообще сводят к минимуму значимость одежды в виде самоидентификации человека. То есть одежда — это просто удобное средство для того, чтобы тебе было там тепло, удобно и комфортно, но никак не как бы инструмент для самовыражения и себя как бы демонстрации как личности. То есть вот такие ценности сейчас проповедуют новые современные технологичные лидеры, в том числе лидеры в IT-технологиях и так далее. Ну и вот поколение как бы Next тоже является приверженцами этих ценностей. Не кажется ли тебе, что мода умрет? Столько всяких вопросов здесь заключено. Ну, во-первых, я думаю, что разделение на сословия, как ты говоришь, они просто стали не такими явными, и это все скрыто, потому что я тут поспорю, потому что, да, можно, наверное, всем разным людям из разных страт одеться в H&M, но при этом дорогая обувь, дорогие часы, дорогие украшения, может быть, просто в ушах там, по 2, по 3 карата или по 5 карат, там, может быть, это там, не видно за волосами. Ну и при этом футболочка из Gap или там, из Zara. И поэтому то, что там Цукерберг так ходит, я, конечно, не знаю, где он там одевается, и, кстати, не смотрю за его стилем, но это не значит, что все так одеваются, и что там по одежде нельзя вычислить, сколько у человека денег. Да, может быть, футболочка просто белая от какого-то большого бренда, там тот же Balenciaga или Givenchy, но она может стоить 700 евро. И тот, кто понимает, кто в теме, у кого есть эти 700 евро, чтобы купить футболку, они понимают, что как бы
что это именно эта футболка этого бренда. А с другой стороны, то, что вот ты говоришь, что новое поколение, да, оно уже не хочет брендомании, и они не выбирают, как сказать, демонстрацию статуса, да, потому что мода все-таки это, наверное, самый дешевый самый дешевый способ продемонстрировать статус, потому что все равно дороже купить. Вот второй по дороговизне после моды это уже машина. Машина все-таки, ну, это какие-то серьезные вложения, да, если мода там, ну, на 1000 евро, ну, более-менее ты можешь уже выглядеть приличным человеком, если у тебя все правильно, со вкусом. Но машина все-таки на 1000 ты не купишь, уже нужно там, по крайней мере, 10 000 евро, да. Ну, следующее это дом тоже там. Вот есть как бы такие, да, самые распространенные виды, как демонстрировать статус. Но то, что ты говоришь, что там дешевая вот сейчас мода, да, которая там 10-15 евро, и ты можешь там купить какой-то брюки или футболку или пиджак, но она тоже много задает вопросов. Поэтому это поколение новое, оно не всегда выбирает дешевые бренды, потому что они тоже загрязняют окружающую среду, они лежат непроданными кучами, массами на складах, они не биоразлагаются. И вот этот цикл постоянно, ну, этот консюмеризм, он стал гиперконсюмеризмом, когда люди просто каждую неделю приходят в магазин, потому что у них плохое настроение, у них депрессия, они приходят на шопинг-терапию и покупают вот эту вещь, которая абсолютно им не нужна. Поэтому здесь очень много вопросов, мода вообще никак не умерла. Еще вот, например, есть такая статистика, люксовые товары, половина из которых это мода, потому что, ну, люксовые там другие вещи тоже, да, там яхты и так далее. Ну, рынок в 2019 году был где-то 281 миллиард, потом он упал до 220 в 2020 году, потому что была пандемия, ковид. И в 2021 году, как буква V, выросла до 283. И вчера вот только я видела в прессе объявление, что Луи Виттон поднял цены. Ну куда еще поднимать? Они еще подняли цены. То есть если раньше там тот же люкс мы могли купить там 20 лет назад, ну как и за 3000 евро ты мог купить приличную сумку, сейчас это уже невозможно. Сейчас уже цены начинаются 5, 6, 10 тысяч евро. То есть люкс стал еще люксовее, еще недоступнее. И вот этот вот как бы разделение на страты и, как сказать, как это называется? Ну, то есть вот самые бедные стали еще дальше от самых богатых. И число... Расслоение общества. Да, расслоение, да, вот эта стратификация, она еще более углубилась. Просто да, может быть, Цукерберг там надевает что-то там за $10, да, там футболку и шорты, и ходит, ну, грубо говоря, ну не как бомж, ну почти, да, но при этом мы же не знаем, как он, что у него на руках, сколько стоят его часы. Или, может быть, ну, он, ладно, такой, но не все миллиардеры себя так ведут. Не, ну хорошо, это миллиардеры, это все равно уже как бы уходящее поколение. А вот все равно еще раз хочу, еще такой один аргумент в пользу как бы такого остракизма в отношении моды, что мода это все-таки тот феномен, который навязывает обществу стереотипы, очень серьезные стереотипы, и, соответственно, не делает это общество свободным. А люди сейчас хотят быть свободными. Ну вот, например, вот смотрела ты этот документальный фильм «Аферист из Тиндера» на Netflix? Я не смотрела, но я слышала. Да, но там, в общем, он и как бы сейчас этот парень живет, он чем брал девушек, тем, что он ну что был там, брачный аферист? Да, брачный аферист, и он был полностью упакован в брендах, у него там, ну как бы пробу негде было ставить на нем. То есть он весь был в брендах, и он демонстрировал такую как бы иллюзорную жизнь такого преуспевающего молодого человека, бизнесмена. И тем самым навязывал как бы такое стереотипное представление об успешном человеке. И девушки на это как бы велись.
Ну, это есть и во всех отраслях, это не только мода, но это тоже автомобили, это в конце концов телефоны. Люди тебя уже за человека не считают, если у тебя там не 13-й iPhone, да? То есть с 12-м уже ходить неприлично. Это же тоже глупость полная. Ну, это тоже мода Да. на гаджеты. Да, ну то есть спокойно Гаджетомания. можно спокойно ходить с 8-м айфоном, и ничего с тобой не будет, ты не умрешь, и прекрасно будешь выполнять все свои функции, которые тебе нужны. Но при этом люди тебя могут шеймить и говорить, то есть стыдить, что ты, вот у тебя не 13-й. Ну, видишь, это мода навязывает такое поведение. Но это не только мода, это просто общество консюмеризма. Нельзя обвинять только индустрию моды в этом. Это все, что связано. Даже ходить там, допустим, в какой-то спортклуб, который не элитный, тоже. Или если ты ходишь в элитный, а у тебя на это нет денег, ты там просто в кредит, допустим, оформил. Но никто же не знает, что ты ездишь на автомобиле в кредит, ходишь в элитный клуб в кредит, живешь в элитной квартире, которая тоже в кредит, ты весь в кредитах. И так живет весь мир. Поэтому это просто консюмеризм. И да, есть часть осознанной молодежи и осознанных людей, ну, разных поколений, но особенно это зумеры, и которые младше их, они, конечно, против этого, но это маленькая прослойка. Есть огромная прослойка в тех же зумерах, которые просто умирают и хотят носить эту Баленсиагу, а некоторые носят эти подделки сумок Шанель и Луи Виттонов, и этих людей миллиарды. Да, да. Поэтому, да, продвинутые люди против этого. Я лично, сама тоже я из этой сферы, я и стилистом работаю, и дизайнером. Я, конечно, когда советую клиентам, я всегда говорю, это не вы должны не вещи пропагандировать, а свой внутренний мир. То есть надо вначале понять, зачем тебе стиль, для каких целей. Ты хочешь добиться политической карьеры, ты хочешь в корпорациях работать и достичь какого-то успеха, ты хочешь работать в творческих индустриях, или ты просто хочешь быть мягкой, нежной женой, там, подругой и так далее. Да? Это разный совершенно стиль, а может быть, ты хочешь все это вместе. И поэтому нужно просто знать, какие твои цели, а не так, что взял там, извините за грубое слово, нацепил все на себя и думаешь, что это как-то тебе поможет. Ну, это уже просто, как сказать, это даже, неприлично просто надевать на себя бренды без какого-то внутреннего посыла. И это сразу видно, когда люди не в контакте с собой и вот просто обвешались, потому что у них внутри огромная депрессия, непонимание того, что они хотят в этой жизни добиться. Разные есть пути. Но вот как ты относишься к тем скандалам в соцсетях, которые вот все чаще и чаще случаются в нашем казахстанском сегменте, когда, прямо это сейчас стало неким трендом, когда определенный чиновник или там супруга чиновника или еще кто-то, демонстрирует достаточно дорогой статусный образ, и люди начинают разбирать по стоимости того, что на этом человеке надето, и идут там комментарии. Вот следишь за такими ситуациями? Я не слежу, но я не могу жить, конечно, вне общества. Понятно, что здесь, конечно, полемика больше касается, откуда у этих людей доход, потому что официальная зарплата чиновника, да, она не позволяет все-таки накопить на такие, на такие статусные дорогие вещи, которые все-таки могут себе позволить очень богатые люди. То, что есть подозрение, что это коррупционный какой-то доход, я думаю, что в этом полемика как раз заключается по поводу вот этих всех каратов и там Шанель и Луи Виттонов, которые они носят. Но это никак не связано с модой. Мода-то не виновата. Люди должны просто получать легальный доход и жить посредством, заплатить налоги и спокойно спать. Это о другом немножко. А почему наши казахи так любят вот эти вот всякие лакшери? Вот, кстати, это очень классный вопрос. Я об этом часто думала и изучала эту тему. Вообще, я думаю, это идет от нашего кочевого прошлого, потому что казахи никогда не были привязаны к материальным ценностям. И у нас, как таковых материальных ценностей, говорящих о нашей материальной культуре, их очень мало.
Только когда мы уже стали приближаться, ну, когда у нас были вкрапления оседлого образа жизни, так где-то с 9-10 века, когда появились вот эти города шелкового пути, да, и когда казахи увидели эту роскошь, которая идет мимо них, там, венецианское стекло там из Запада, да, там соболиные эти шкурки из Сибири, или там шелк из Японии, из Китая, да, они это кораллы там и все такое. И они, конечно, там, ну, кочевали, потом вот приходили в эти города, и там, когда шла эта торговля, они себе брали это. Я думаю, это все-таки было, ну, таким проявлением. Я вот всегда называю шелковый путь как интернет того времени. То есть они включались в этот портал, и они понимали, что происходит в мире, что мир так живет, и они просто для себя составляли вот картину мира. Но это не было для того, чтобы... Ну да, это, конечно, тоже было проявлением статуса своего какого-то, материального благосостояния. Но мы не были привязаны к материальным ценностям, они для нас не имели такой вот... Мы же не сидели, да, там на одном месте и там что-то могли руками сделать. Но это было таким сгустком, наверное, это было самопознание. И... Ну, наверное, я все-таки думаю, кочевники были все-таки людьми одного момента, здесь и сейчас. Потому что, ну, сейчас откочуешь там куда-то, это может потеряться там по дороге, какие-то дорогие сережки или что-то. Ну, окей, там, садаха и дальше, да? То есть вот я думаю, что это вот от того, что у нас все-таки другая привязка к... Хотя сейчас уже... Ну, а сейчас-то как раз-таки казахи современные демонстрируют именно как бы ценность материальных вещей. И все стараются одеть все сразу и сегодня. Это тоже есть, да, но сейчас вот это, кстати, признак таких развивающихся экономик, ну вот тот же Китай, Корея, ну мы там, Россия, там Латинская Америка, арабский мир, да, вот эти все новые экономики, где появились сгустки какого-то экономического роста и появилась элита, которая может быть, ну, такими немногочисленными бенефициарами этого роста, да, они являются самыми любимыми клиентами всех люксовых марок на самых дорогих курортах, в самых дорогих районах мегагородов, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Париж, Лондон, вот, Токио, Сингапур, Гонконг. Все вот эта элита, джет-сет, которые я называю их джет-сет, то есть те, которые на персональных самолетах летают. Ну, это глобальный тренд, это всегда было так, когда есть деньги и люди хотят просто выразить себя в каких-то люксовых вещах и демонстрируют это. Ну, это уровень тоже культуры. Нужно, чтобы прошло время какое-то, чтобы люди поняли, что так не... Подуспокоились, да? Что так неприлично просто. Когда вот я, например, один раз была на одном курорте, минеральные воды, куда ездит вся там элита наша, российская и так далее. И я видела, как мои соотечественники выходили там в спортивном костюме Дольче Габбана, тогда гремел Дольче Габбана, и тут, значит, по 10 каратов, и здесь 20. На завтрак. На завтрак. И это было крайне неприлично. И я, конечно, это всячески там от них отгораживалась. И как бы, ну, это мне говорили мои друзья, говорят, ну, это же ваши казахи. Я говорю, ну, у нас так. Что я могу сделать? Ну, то есть нужно как бы привыкнуть и подуспокоиться. Нужно время. Может быть, надо пересмотреть свои ценности? Ну, знаешь, что значит надо пересмотреть? Ну, время само тебя заставит пересмотреть ценности. Потому что, вот, допустим, в Европе, но они выросли там, где у них бабушка уже имела эту сумку Шанель. И, да, и там, и мать, и ей там в наследство достались какие-то украшения, там, я не знаю, Булгари или Тиффани и так далее. Но это люди, которые выросли с этим, и они к этому так не относятся, что им надо прям демонстрировать. Они выросли на этой вилле. Ну, а мы где выросли? Мы же выросли в хрущевках. И многие из нас же стали за какие-то там 2-3 года миллионерами, миллиардерами. Вот те люди, которые, да, входят сейчас в нашу элиту. Ну, время еще не пришло. А их дети уже, они против этого, они не хотят так одеваться. Многие их дети, они говорят, я не хочу, это пошло, это неприлично.
То есть они начали уже разбираться, да, как-то более? Да, ну, хотя есть разные. Хотя есть разные. У нас вот есть, например, такое, у нас вот любимые женщины в Инстаграме, это у нас вот те, которые стали женами каких-то миллиардеров или там стали токалками каких-то чиновников. Это вот прям мечта. И вот когда ты видишь, она может нести какую-то абсолютную глупость, да, и у нее на канале там 5 миллионов бестолочей, которые на нее подписаны. Но это прям очень популярные люди, потому что люди верят в это мгновение волшебной палочки, в эту сказку, что можно вот из золушек, там, вчера ты мыл полы, а вот сейчас ты стала там женой миллиардера или токалкой какого-то. То есть инстаграмомания тоже влияет? Конечно, влияет. И вот эти вот ценности, что вот я хочу весь вот этот набор, который у нее есть. Там двухэтажная квартира, какие-то там цацки, какие-то там сумки, туфли, и весь этот гардероб там от Прада или там от Диора или от кого-то. Вот, и люди хотят. И они считают, что не надо работать. Нужно просто в нужное время там попасться нужному человеку на глаза. И вот я думаю, что вот эта проблема очень серьезная. Потому что вот это, с одной стороны, есть вот эти дамы, а с другой стороны, есть женщины, вот как мы, да, мы self-made, и мы выбрали для себя путь самореализации. Но как нас игнорят мужчины в нашем обществе. И ты можешь быть хоть 7 пядей во лбу, у тебя может быть 5 образований топовых каких-то там Дюков, Гарвардов и там Стэнфордов, но при этом тебе в жизни не назначат вице-министром, потому что ты женщина. Тебя просто рассматривают, ты просто либо жена, либо любовница, либо ты сестра, либо мать, либо дочь. Тебя рассматривают в семейных ролях. Ты не можешь быть профессионалом. И всегда там поставят тебе мужчину, который в 10 раз менее квалифицированный, чем ты, и опытный. Ему дадут кредит доверия, его назначат вице-министром, его назначат там возглавлять, там, быть советником президента или быть там пресс-секретарем. Посмотри, у нас одни мужчины. Я вот считаю, что это главная проблема сегодня. Скажи, ну вот ты, например, ты прошла достаточно, у тебя достаточно разнообразный, богатый опыт. В карьере, в самореализации, ты работала там в корпоративном секторе, в разных секторах. Помимо вот таких гендерных дискриминаций, с какими проблемами еще ты сталкивалась? Например, в корпоративном секторе, там, я не знаю, в творчестве, просто сама как женщина, как профессионал. Я сталкивалась вот с этой дискриминацией, конечно. Я сталкивалась с харассментом тоже. Это где было? Это было в некоторых компаниях здесь. Вот, да. Как это выражалось? Просто тебе открытым текстом говорили, что давай. Как это происходит? То есть просто тебя начальник приглашает. Не приглашает, но мы же работаем вместе. Вот вы к нему заходите в кабинет, и он говорит. Начинаются какие-то там приобнимания, держание за локоток и говорение. Или прям прямым текстом? Прямым текстом тебе говорят. То есть хочешь такую-то там должность? И ты ничего не хочешь. Я всегда говорю, друзья, я ничего от вас не хочу. Меня вообще нашли через глобальный поиск. За меня заплатили бешеные деньги. У меня просто есть ценность на рынке. Я занимала все свои позиции не потому, что там, да, я была чьей-то там. Да, это для меня вообще было дико, но мне говорили, я говорю, слушайте, вы видели вообще мое резюме? У меня там 1 университет, 2, 6 иностранных языков. Видели, кем я работала? Вам, вы понимаете, что вы не по адресу вообще. Мне ничего от вас не надо. Я и так прекрасно работаю. Если я выйду на рынок, просто привычка, что женщины на это соглашаются. Многие на это соглашаются. Я бы даже сказала, 99% на это соглашаются, и так они делают карьеру. Вот. Если ты еще при этом, у тебя вот это все регалии, ты еще при этом симпатичный, то тебе просто, по привычке. Потому что другие не отказывают. А как бороться? А потом тебе мстят. Да, тебе не дают это, не там, например. То есть, если ты отказываешь, то... Тебя выживают. У меня было это. Тебя выживают, тебе не дают там какие-то эти... когда идет распределение, там какие-то бонусы или там квартиры получают или что, тебе просто не дают. И я сказала, и ладно. А ты не пыталась как-то в правовом поле попробовать бороться с этим? Да, а зачем? Я не пыталась, кстати. Я просто, не хочу вот этой всей, огласки. Это мне... Потом этих людей тоже подставлять, они все-таки...
Ну, я не знаю, просто вот это вот движение, конечно, оно классное, но мне это было ни зачем. То есть мне не ставило это препонов в карьере. Я просто могла, я ушла и сделала там, продолжила свою деятельность, потому что я попала в эту компанию не потому, что я кому-то понравилась, а потому что меня пригласили, нужно было там выходить там, на лондонскую биржу и так далее. Вот, но это есть, и я знаю очень много таких историй. То есть ты думаешь, что это большая проблема в Казахстане? Ну, у женщин. Это большая проблема в СНГ. Ну, потому что на постсоветском пространстве женщины молчат. Вот как я, например, молчу, потому что я не хочу, ну, по своим причинам, просто не хочу вот это желтое поле там, да, когда мне там будут полоскать там. И я должна там буду везде говорить на прессу, что вот он ко мне подкатил там, или там эти там какие-то. Причем у меня так было от разных там людей. То есть это не был один человек, это не была случайная вещь. Там по порядку несколько человек. Вот. Но, ну, видишь, мы пока не хотим это выносить. У нас вот этот восточный менталитет, что я вот сейчас буду, что вся пресса будет меня полоскать. Да? Это первое. Во-вторых, что, как это изменится? Разве у нас есть институты, которые защищают меня? Ну хорошо, мы вот сейчас выйдем, да, но в конце концов, ну это не то, чтобы будет позор, но это будет негативный какой-то шлейф и вообще негативный контекст, да, всего этого. Такие, как я, мы должны говорить, и таких историй много. Но где институция, которая нас будет защищать? Нас потом будут говорить, ой, ее не берите, потому что, если что, она потом все это... Скандалистка. Да, она скандалистка, потом она скажет все это в публичном поле и вообще вот так вот, да. Я вот просто сейчас не пойду никуда уже наниматься, ну, я думаю. Да. Вот, и поэтому я это могу сказать, и то я не хочу называть никаких имен, потому что, ну, я уважаю все равно этих людей как профессионалов, у них тоже есть семьи, дети, но эта проблема есть. И, наверное, может быть, уже созреют какие-то женщины сказать это. Это придет, потому что во всем мире говорят об этом. Я писала пост про харассмент, и я была удивлена, сколько я получила личных сообщений. И были прямо просто такие ужасные истории. Например, одна женщина молодая, она была замужем, у нее было 2 несовершеннолетних детей. Из-за вот этой ситуации с харассментом ей пришлось завершить свою научную деятельность и как бы уйти и пойти там работать наемным сотрудником, да? Хотя она могла бы сделать научную карьеру, она училась там в докторантуре, и у нее были все предпосылки, но она тоже не хотела из-за детей, из-за своей семьи вот этой травли. И тоже она мне потом сказала, что где у нас есть закон, по которому прозрачный механизм, по которому меня могли бы защитить. Я бы тогда озвучила. Ну, такого закона нету, но я надеюсь, что мы как-то к этому все равно придем. Ну, не как-то, это нужно, наверное, поступательно этим заниматься. Женские организации должны этим заниматься. И не женские организации. Потому что, ну, если эти мужчины считают, что ну, к их дочерям могут также отнестись, как они тогда будут? Или к их женам даже. Им могут сделать неприличное предложение. Что они будут делать? Ну, кстати, у таких мужчин очень четкий водораздел почему-то. Они считают, что с их женами, там, с их дочерьми такое произойти не может, а все остальное это как бы остальное. Просто я разговаривала с разными людьми по разным проблемам, в том числе по проблемам бытового насилия и по другим фактам нарушения прав женщин. И как бы все так, ну, достаточно легко отреагировали. Они говорят, ну вот своих я могу защитить. Ну, вот вот такое бытует мнение. Ну вот о чем ты говоришь? Вот, например, даже возьмем более такую, ну что сказать, как это назвать, ну более такую нейтральную, да, проблематику. Вот, допустим, президент объявил в прошлом году, что квота 30% на руководящих постах, да, в советах директоров, там, в государственных органах. Ну где эти 30%? И почему нас не пускают? Ну что у нас? Только одна женщина-министр в новом правительстве, а в старом, по-моему, вообще не было женщин. Там одна женщина-аким, и то на нее сейчас там накатывают, потому что она там сделала каких-то ошибок. Ну что, куча мужчин сделали ошибки, будучи акимами. Почему женщинам не прощают? И теперь, чтобы назначили женщину акимом, это пройдет еще там лет 50.
И что это вот все мы только декларируем, просто это говорим. Когда мы начнем это делать? Почему у нас нет женщин в управлении? А я тебе скажу, я тоже задаю такие вопросы. И получаю следующий ответ. Первое. А где мы возьмем столько образованных женщин с таким бэкграундом, которые смогут прийти на соответствующие позиции? Это первое, антитезис. Второй антиаргумент. В большинстве своем все-таки женщины выбирают семью, нежели карьеру. Зачем вы пытаетесь навязать женщинам западную модель развития? Простите, но что за бред? Во-первых, я просто модерировала одну сессию на конференции Самру Казына, и там была представитель совета директоров Казахстан Тимур Жолы. Она сама немка из Deutsche Bank и, в общем, из этих больших корпораций, там, ThyssenKrupp и так далее. И она сказала, когда у нас в Германии ввели такую квоту, то было удивительно, что женщины Восточной Германии, они были готовы к этому, потому что социализм, ну, Советский Союз, да, там, не знаю, коммунизм, он всегда, ну, наши все матери, бабушки, они все работали, и они все там руководили. Но были квоты в Советском Союзе. Директорами и так далее. То есть для нас это не было странным. А в Западной Германии, вот этой капиталистической, там было вот так: Кюхе, Кирхе, Кинден, то есть дети, церковь, там, дети, церковь и кухня. И сейчас только добавили к 4-я карьера. И она сказала, что все вот эти немки из Восточной Германии, они заняли вот эти места, а в Западной у нас была проблема. Но мы же наследники вот этого коммунистического воспитания, у нас есть масса женщин, которые доступны. И второй контраргумент, то, что ты говоришь, что типа выбирают семью, но женщина многозадачная, она может при этом и быть замужем, и многодетной, и при этом делать карьеру. Не нужно за нас решать, что мы можем и что мы не можем. И давайте сделаем квалификационно, просто посмотрим, сколько у нас достойных женщин. Но есть другая проблема стеклянного потолка, который женщины сами себе рисуют. Они просто не хотят быть сволочами. Они просто хотят быть нежной, пушистой, но это уже такой генетический код внутри женщины, миллионами лет, миллиардами лет, наверное, сформировавшийся. Когда идет конфликт, женщина все-таки хочет его мягко разрешить. Но в бизнесе нужно иногда проявить жесткость и твердость. И они это не хотят, потому что у них вот этот диссонанс между их внутренним самопониманием, да, и тем, что требует от них бизнес-среда. Все-таки это мужской мир, бизнес-среда, государственная карьера, там, политическая деятельность, общественная деятельность. Все равно нужно проявить какую-то твердость. И женщины сами виноваты, потому что они хотят быть такими белыми и пушистыми. Но нельзя быть белыми и пушистыми, если ты хочешь, чтобы тебя услышали. Во-первых, ты должна говорить. Во-вторых, ты должна настаивать, если тебя не услышали, ты должна быть настойчивой, чтобы тебя услышали. И ты должна быть убедительной. И иногда нужно быть твердой. Ничего страшного. Ну, конечно, захлопнув дверь, нужно дома со своим мужчиной, с мужем, с другом, ты должен быть все-таки мягкой, нежной. И вот женщина это может делать. А мне еще кажется, знаешь, вот у меня есть такая мысль, что все-таки у нас настолько коррупционная система, что многие женщины-лидеры понимают все риски, которые имеются на верхушке пирамиды этой коррупционной системы, и они просто из-за того, что у них есть дети, они боятся в эту такую рисковую сферу заходить. Ну да, что тебя посадят. И да, тебя посадят, а кому завтра твои дети нужны? Да, ты права. Я, кстати, никогда об этом не думала. Ну да, наверное, да. Ну, не всегда, да, ну, наверное, в госорганах там, скорее всего, это есть такой риск. Ну, квазигосударственный сектор. Да, ну, в корпорациях, в общественных организациях. Почему ну, не пускать? Всегда второй человек, женщина, она все ему подсказывает, он просто озвучивает. Лошадка рабочая. Да, сколько раз у меня так было, ко мне обращались разные люди, они просто меня пытались использовать. Они говорили: сделай, пожалуйста, мне вот эту записку. Вот мы когда про креативную индустрию там начали, мне принесли несколько записок, ну, высокопоставленных там руководителей администрации по креативной индустрии, там, премьер-министр. И там, они говорят: ты можешь сделать рецензию? Я говорю: друзья, во-первых, заплатите за это, потому что я должна вам бесплатно делать рецензию, а потом вы идете куда-то там на высоких аренах, все это вещаете. Пробивайте себе портфели. Да, идите сами, изучайте, как я. По 17 лет работаете в больших корпорациях, потом 12 лет в креативных индустриях, и еще учитесь там.
по 5 лет на один диплом и по 2 года на другой диплом. Сколько это все вместе? Я что, должна вам бесплатно делать? Но они привыкли так использовать. Ой, а ты можешь мне тут посоветовать за чашкой кофе? Я говорю, да, сейчас. Кстати, вот я хочу тебе сказать, что я только последние несколько лет научилась не раздавать вот так вот всем подряд свои знания. То есть вот мне тоже сейчас выходит, говорит, а вы можете тут посоветовать, вот как в этой антикризисной ситуации нам поступить? Я теперь тоже так, как ты, говорю. Через счет Да, расчетный. конечно. Почему я должна просто так делиться? Да. А потом еще, знаешь, вот здесь такая ситуация. Ты эти знания дашь, ты же их хочешь честно дать, ты хочешь помочь. Ты это все выплеснешь, а люди потом это не ценят, потому что они не заплатили. И они все это выкидывают, либо берут и делают в каком-то изуродованном виде. И потом как бы тобой еще и прикрываются. Ты же имеешь потом к этому какое-то отношение. Есть такое, да. Для современного человека банк – это не только место для хранения своих денег или для получения кредитов. Для современного человека банк – это прежде всего надежный партнер, открытый к любым инновациям и к любым идеям и готовый прийти всегда на помощь. Таким партнером для меня является Forte Bank, потому что Forte Bank поддерживает любые творческие и креативные инициативы, поддерживает малый и средний бизнес, женское и молодежное предпринимательство. Я считаю, что каждый современный человек должен сделать правильный выбор. Информацию о продуктах Forte Банка вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Вот теперь давай плавно к креативным индустриям. Что происходит с креативными индустриями в Казахстане? Давай посегментарно, может, разберем? Но у нас ничего не происходит. Ну почему? Вот мода, казахстанские дизайнеры, их же сейчас очень много, развиваются в каждом регионе. Ну подожди, смотри, вот креативная индустрия, в прошлом году мы взяли там на флаг. И у нас был проектный офис по развитию креативных индустрий. Мы все участвовали. Концепцию написать. Мы все участвовали в разработке этой концепции. Я вот являюсь также членом совета креативных индустрий при Акиме города Алматы. Вот, мы там тоже участвуем, но в этом году... Там даже управление создали. Да, есть управление, мы там с ними работаем очень плотно, это наши партнеры. Конечно, мы все хотим, чтобы это развивалось, но я так понимаю, у государства сейчас мы не в приоритете. Нам вот после нового правительства, формирования нового правительства, нам объявили, что, проектный офис закрылся, и теперь приоритет на технологические отрасли, там еще на что-то, но не на креативную индустрию. Государство не верит в нас. Не верит абсолютно в нас. Подожди, слушай, но это уже было. Помнишь, мы с тобой сколько лет? 5 или 6 лет назад мы с тобой говорили про креативные индустрии. До сих пор не верят. И мы тогда с тобой, помнишь, обсуждали, и мы говорили, а тогда была модна вот эта программа индустриально-инновационного развития. Помнишь, я тебе говорила, что мне сколько раз люди говорили, ты что, какие креативные индустрии, наши агашки, которые сидят у принятия решения, они только верят в машиностроение, где, значит, оборудование, заводы, пароходы, фабрики, то есть для них это как бы имеет значение, а вот что такое ваша там что-то неосязаемая креативная индустрия, они в это не верят. Ну сколько лет прошло? До сих пор? До 100 лет уже прошло. Просто видишь, мы наследники вот этой вот индустриальной парадигмы. Мы считаем, что материальные активы, какие-то действительно денежные или там земля, оборудование, железки. Вот мы верим в это. Такие вот, которые можно в руку взять, потрогать, увидеть глазами. А вот то, что касается интеллектуальной собственности, NFT, компьютерный дизайн,
дизайн моды, кино, музыка, реклама, ремесла. Мы вот это не видим в упор, потому что мы не считаем, что это кому-то интересно. Это все идет от того, что мы не уверены в себе, как в нации. Мы вообще не уверены, что наш культурный код кому-то интересен. Мы не считаем, что мы это можем экспортировать, потому что мы не знаем как. У нас есть успешные примеры там, ну, в виде некоторых наших певцов, там, диджеев, там, да, режиссеров и так далее. Но мы думаем, что это случайность. Но на самом деле, вот, например, феномен той же Южной Кореи, да, заключается в том, что, ну, так как там была геополитическая причина этому, конечно, туда вкачали бешеные деньги, миллиарды, потому что американцы захотели, ну, там же Северная Корея, и вот они в пику Северной Кореи хотели накачать Южную, чтобы там развилась вот эта вот корейская самоидентичность, и они вкачали бешеные деньги в музыку, в тот же самый кей-поп. И сейчас институт Самсунга, это научно-исследовательский институт, он признал группу BTS, известную кей-поп группу, как одним из 7 факторов развития страны. Да, но BTS по своей капитализации, да, извините они меня, стали миллиардерами. Они, по-моему, я не знаю, сейчас не боюсь соврать, но они стоят дороже, чем бюджет Республики Казахстан. Они стоят дороже, чем бюджеты многих республик и многих стран, но сейчас не об этом. Туда вложили деньги. Вложили американцы, вложили бешеные деньги. То есть это был не 1 год и не 2, это было целых 10 лет, когда они вкладывали. И они взяли тысячи людей, кто пришел, и оттуда вышли несколько групп. И кей-поп стали как корейская идентичность, сейчас они модны везде во всем мире. И в Америке, и в Азии, и в арабских странах, и в Африке, и в Австралии, где угодно. И у нас даже. Ну, мы знаем, у нас есть группа там 91, да, которая вот сделана прям как копия кей-поповских групп. То есть... Нет, ну, смотри, корейская креативная индустрия, это же сейчас, как бы я считаю, это такой эффект мягкой силы, который формирует идеологию подрастающего поколения, ну, большого количества людей на земном шаре. Вот смотри, фильм я это знаю. «Игра в кальмара». Нет, ну, то есть это же теперь не просто, что они в эту индустрию вкачали деньги и появились такие бренды. Ну как не просто? Но они же теперь формируют идеологию наших детей. Ну, они формируют, но туда были вложены деньги. Мы же, во-первых, мы не верим, что это возможно, что казахский код кому-то или казахстанский код кому-то интересен, первое. Второе, мы не хотим в это вкладывать. Мы лучше будем вкладывать какое-то машиностроение или там, допустим, ту же технологию, там, цифровизацию, в которой у нас очень мало шансов, чтобы мы там что-то из себя представляли. Хотя тоже там, может быть, выстрелит. Я не против этих индустрий, но вкладывать в машиностроение, я лично считаю, что это просто, ну, утопия. Но в креативные, вот даже случайно появились же вот эти имена, которые сейчас зарабатывают. Димаш и Манбек, Айсултан Сиитов, там тот же Нурлан Сабуров, который в Москве, да, и же с ними, и много таких. Но почему мы не хотим поверить? А знаешь почему? Потому что мы не уверены в себе. Мы страшно не уверены в себе. Мы все-таки думаем, что вот, знаешь, это вот эта парадигма индустриального века, она не только заключается, что железки, земля, там, оборудование, деньги, а мы вообще не верим, что казах или казахстанец может создать что-то приличное. Вот это наша неуверенность. Мы всегда должны взять что-то слямзить, кого-то скопировать. Мы не уверены, что мы можем оригинальную идею сгенерировать. Это идет от этой неуверенности нашей. И зря. Мы на самом деле проигрываем, потому что вся борьба геополитическая, в том числе, она идет уже в культурном поле. Да, давно, в идеологическом поле. И культура, как идеология, она уже переросла просто какую-то политическую свою функцию, она уже стала экономической. Ну вот, например, смотри, у нас почему-то считается, что как бы вот язык, да, то есть у нас считается, что язык является приоритетом при выборе культурного произведения или какого-то культурного продукта, хотя во всем мире говорят, что первично является креативность и оригинальность. Тот же фильм «Игру в кальмары» за первый месяц посмотрели 110 миллионов человек, говорящих на разных языках, хотя этот фильм был только на английском и на корейском языке. И у нас все наши базары алматинские через 2 месяца
повесили эти костюмы. То есть наши, получается, казахи, которые работают на этих алматинских базарах, они все посмотрели этот фильм «Игру в кальмары». Я, знаешь, тебе что... Но они завезли из Китая. Но они завезли... Ну какая разница? Они же хотели быть похожими на это. То есть над их умами, получается, сегодня властвуют не наши производители контента на казахском языке, а производители контента из Южной Кореи. Ну, конечно, но на базарах также есть копии Селина, Шанель, Луи Виттона, Гуччи. Это же тоже производители зарубежные. А вот, кстати, знаешь, я вот хотела у тебя спросить, ты была в Туркестане? Вот вроде бы мы же сейчас Туркестан возрождаем как нашу национальную самоидентичность. Но он представляет собой как бы современный сейчас торговый центр с, опять-таки, глобальными брендами. Но это же вот к тому же и возвращаемся, что мы не верим, что мы можем свой контент создать. Мы не сели и не подумали, а что интересного может быть миру в нашей культуре, в наших традициях, в нашем наследии. Мы просто хотим сделать вот это все, построить, во-первых. Ну, построить это, опять же, денег заработать, да, мы знаем как. Потом мы всегда верим в какие-то эти центры, что это стены и полы, вот эти вот креативные хабы, вот ты меня спрашиваешь про креативную экономику, да? Что это креативный хаб, или там центр ремесленников, мы думаем, что это здания, полы, стены, ну, там же должен быть программинг, должна быть программа, какая там деятельность, что там делают в этих центрах. Там же нужно, ну, во-первых, я лично считаю, что на данном этапе мы должны заняться инкубацией брендов и продукта, то есть научить наших предпринимателей креативных делать это. Потому что они вот едут на экспорт, и им нечего показать, потому что у них неправильно сделан бренд, неправильно упакован, название неправильно, продукт плохой. И они едут, и этот экспорт ну, полностью неэффективный, потому что государство тратит бешеные деньги, чтобы сделать маркетинг и продажи, то есть на выставки, да, люди ездят на тот же экспорт. Ну, с каким продуктом? Государство не вкладывает в продукты, государство не хочет, ну, вот говорят, мы поддерживаем экспорт. Ну, тогда поддерживайте тренеров, наймите тренеров, которые помогут сделать бренд и продукт. С чем вы выходите? И это касается Туркестана, это касается вообще всего, всей нашей страны. Но в Туркестане, опять же, построили материальные активы, но нематериальных внутри там нет. Там нет контента, там нет программы, там нет арт-директоров вот этих всех центров, нет людей, кто занимается туризмом, как они будут привлекать, нет маркетинга, нет в конце концов брендинга. Вот я сейчас тебе скажу, город Туркестан, какой там бренд? Какой брендинг, какие цвета, какой там логотип, ты знаешь? Нет. Я нет. Вот, о чем это говорит? При этом вкачаны какие-то, не знаю, миллиарды денег во все сооружения. Ну, честно, сооружения никому не нужны. И мы должны понимать, что у нас глобальная конкуренция. Мы конкурируем со всеми курортами мира, со всеми городами. Сейчас уже даже не страны конкурируют, а города. Кому нужны наши стены? Никому. Пока не появится вот это, как ты говоришь, мягкая сила, не появится вот этот софт-контент, арт-директоры, арт-менеджеры, директоры по программингу, то есть которые делают вот это все, чтобы там была какая-то жизнь. Эти все здания, как и у нас в Нур-Султане, эти куча зданий, которые не живые абсолютно, построены по самым новейшим технологиям. Классные здания. Но нас туда тоже не пускают. Нам сразу говорят, давайте это государственно-частное партнерство там. Идите там, будьте на самоокупаемости. Но так не поддерживают культуру и креативную индустрию. Вы должны нам дать какой-то льготный период. Вот скажи, давай вот теперь разложим это все на две составные части. Первое, может быть, те люди, которые посмотрят, может, у них там где-то что-то ёкнется, кто посмотрит это интервью. Вот что мы можем сегодня предложить миру? В чем мы можем быть интересны? В чем может быть наша фишка? Наша фишка, я уже об этом думаю, и я это делаю. У меня просто есть свой бренд, который я продаю за рубежом, причем это люксовый бренд, дорогой. И вот то платье, в котором ты сидишь, оно сейчас стоит... Я его, кстати, специально оно одела. стоит сейчас в 2 раза дороже, чем ты покупала, потому что стоимость моего бренда выросла за эти 10 лет, сколько я работаю. Я просто хочу сказать, что наша вот
наша культура — это белое пятно на карте мира. Никому ничего не понятно про нас. То ли мы кочевники, то ли мы наследники золотой цивилизации, шелкового пути средневековой, то ли это все вместе. Плюс у нас еще 100 разных других народов живут. Все вот эти истории, они не рассказаны, они ждут того, чтобы их грамотно преподать. Есть у нас некоторые из нас, кто уже работает за рубежом на экспорт. Но мы это сделали, какие-то свои частные проекты. Но почему это не может быть государственной программой? Чтобы взять наше наследие, правильно его препарировать, научить наших предпринимателей сделать бренды и продукты на основе нашего культурного наследия и кода в глобальных формах. Вот я, например, делала в свое время в Алмате фестиваль Елге-Уралу. Это фестиваль казахской культуры и музыки в новых форматах. То есть возвращение домой. Что я сделала? Я взяла казахскую песню, народную песню, и соединила ее с французским рэпом, с джазом нашим казахстанским и с диджейским форматом. Получился такой рапсоди. То есть вот это новый формат. То есть да, те же песни, те же оперы, которые нам скучны, может быть, да, и мы говорим, ой, да ладно, что там эти... Но я сделала вот это в новых форматах. Мы должны брать наше наследие и в новых форматах это преподносить. По-разному интерпретировать, сочетать это с технологиями, с цифровыми всякими форматами, там, с цифровым дизайном, с NFT. То есть наложить это на новые, современные. Там нам не нужно идти постепенно. Мы можем сразу новейшие взять форматы. Взять граффити, взять видеоарт, я не знаю, перформансы, инсталляции, самые свежие форматы. И это сделать. Кто это должен делать? Все мы, все предприниматели, но государство должно помочь продвижению. Оно должно помочь нам выйти на экспортные рынки. А эта помощь не просто оплатить выставку и маркетинг-компанию. Нужно помочь найти свое место, сформулировать вот это уникальное торговое предложение, вот именно бренд и продукт. Ты говоришь сейчас о национальном бренде Казахстан? Я считаю, что национальный бренд Казахстан — это отдельная задача, но она тоже складывается, если у нас будет не вот мы там, да, я там, еще там 10 нас человек, да, кто сейчас на экспорте колотится. У нас должны быть тысячи. У нас должны быть десятки тысяч наших брендов, готовых к экспортному рынку. И в это государство должно вложиться. Это коучи, это тренеры, которые тренируют, находят нишу. Потому что, видишь, это креативная индустрия, их 20, да, этих индустрий. Это очень курируемый бизнес. То есть ты не можешь просто с улицы прийти, тебя должны за ручку привести. Куратор должен сказать, слушай, я вижу тут нишу, тебе надо взять твои ресурсы, твои таланты и приладить на эту нишу. С точки зрения цены, с точки зрения сложности продукта, вот так упаковать и за ручку привести. Это нельзя так, конечно, можно выстрелить просто так, но все равно кто-то должен привести. Наши предприниматели, к сожалению, не понимают, как найти свою нишу. У них вот это опять советский ментал. Купите у меня то, что я умею. Вот я умею петь, танцевать. Вот купите у меня это. Слушайте, во-первых, петь, танцевать умеют все. Нужно найти какую-то фишку вот о том, о чем ты говоришь, да? Вот этот ДНК твой, упаковать бренд, и тогда ты будешь интересен. Нужно понимать, что вот эта последняя миля, это важнейшее в том, чтобы это все продавалось, и это превратилось в экономические показатели, экспортные показатели. Потому что просто танцевать, уметь, снимать и так далее, рисовать и что-то создавать, этого и мало. Сегодня это умеют миллионы людей. Важный вопрос в продажах, в коммерциализации, в продвижении, в маркетинге. Вот еще я думаю, что помимо, скажем так, предпринимателей, именно которые заняты в креативных индустриях, вообще в целом все отрасли нужно вовлекать в креатив. Приведу пример. У меня была Zoom-конференция с производителями мяса, мясниками, которые уже выходят на рынок Арабских Эмиратов. И они мне говорят, вы знаете, Азиза, вот из 100% того контента, который мы вещаем, для того, чтобы зайти в какой-то там ресторан или в какую-то торговую сеть, 70% мы рассказываем о Казахстане. Я говорю, отлично, окей, это супер.
у вас есть уникальная возможность не ждать государства, у вас есть там мясной союз, ассоциации, вы все скиньтесь, разработайте свой креативный мясной бренд, чтобы он был известен везде в мире. Это повысит вашу нематериальную стоимость вообще вашего продукта. И заходите, и вам будут легко открываться двери не только в Эмиратах, там и Бахрейн, и Саудовская Аравия, и вообще другие страны мира. На что они мне отвечают: да, мы полностью согласны. Только можно вас попросить, сделайте нам, пожалуйста, ролик за 120 тысяч тенге. Ну так, надергайте что-нибудь из интернета, что-нибудь там, озвучку, и мы с этим роликом будем идти. Я говорю: слушайте, ну это... Но вы себя уважаете? Вот вы хотите зайти на рынок, там люди сидят избалованные брендами, и вы хотите зайти с роликом за 120 тысяч тенге? Ну вот это непонимание нематериального труда, вот то, что ты как арт-директор, как режиссер, да, должна это придумать им, концепцию, концептолог, визионер, они не понимают труда визионера, концептолога, они считают, что это просто там какой-то камера стаган бала, да, просто камерой там возьмет, там, ой, танц бала, бар, олсти переды, и вот они думают, что вот за эти 100 тысяч можно сделать ролик. Но это глупость. То же самое там логотип, ну там Corel Draw, там у меня есть знакомый, там в Corel Draw нарисуют какой-то логотип. Но что логотип — это работа арт-директора и графического дизайнера. Именно там какой-то смысл. Смысл, как передать ваши ценности бренда, миссию, видение бренда, ДНК, ваше уникальное торговое предложение, ваше даже позиционирование. Глядя на логотип, можно было уже всю легенду себе представить. Понимаете, что это графический язык, это дизайн. Это, у нас вообще дизайн не уважают. У нас не уважают креативные профессии. У нас считают, что это, степ перша. Да. Вот они думают, что это техник по Corel Draw или техник там, который вот просто снимает. Но надо же сказать, какие там будут кадры и что, о чем вообще эта история. Хорошо, когда, как ты думаешь, в обозримом будущем, когда что-то изменится? И что мы можем сделать, чтобы это изменить? Я не знаю, молодежь привлекать, или мы должны теперь говорить о том, чтобы пускай уходят люди старого поколения, индустриального мышления, пусть приходят новые управленцы. Можно... время уходит, мы же теряем конкурентное преимущество. Наши жизни проходят. Да, наши жизни проходят. Как кто-то сказал, там, я не помню, что вот это вот все то, что мы живем вот под этим колпаком, да, уже 30 лет, это уже не только наша жизнь, а жизни наших родителей, они ушли полностью под откос. И, наверное, даже те, кто младше нас. И, я думаю, что должны все шевелиться. Конечно, должно консолидироваться само сообщество креативных предпринимателей, должны консолидироваться в различные ассоциации, институции. Я думаю, что нужно обязательно дискурс, то есть должны на всех каналах, на всех площадках быть обсуждения всех этих. Пусть вначале все выскажутся. Вот как говорил Роберт Родригес, снимите свои первые 20 фильмов, все вот это пусть выйдет из вас, а потом начнется нормальное кино. Так и здесь, да, вот сейчас, когда я присутствую на разных встречах, да, люди иногда несут вот просто какой-то, абсолютно не связанный поток сознания там. Они хотят просто высказаться, потому что их никто никогда не слушал. Идеи, которые они предлагают, иногда совершенно безумные. Но людям надо высказаться, и нужно, чтобы общество дало возможность этого дискурса. Мы не можем замалчивать, то есть дискурс обязательно. В-третьих, конечно, государство, если оно хочет поддерживать, оно должно поддерживать. И все-таки надо сделать вот эти инкубаторы, акселераторы. Нужно помочь создать вот эти экспортные наши бренды. То есть не только платить за выставки, но помочь им упаковаться, потому что они не знают, с чем выходить. Вот. И, конечно, нужны инвестиции. Нужны инвестиции и частные, и государственные. Корея не просто так заимела эту креативную экономику с нуля. Не бывает чудес. Нужно все-таки вкладывать. Поэтому эти отрасли, конечно, с одной стороны, есть несознательность предпринимательные, они все разобщены. Во-вторых, у них нет компетенций для коммерциализации, для работы на рынке. Но в-третьих, тоже нет поддержки со стороны государства. То есть они делают вид, что они нас поддерживают, а мы делаем вид, что мы что-то знаем, умеем, и что у нас есть какая-то институция, как экономический класс. У нас даже нет конфедерации креативных индустрий. У нас вот есть какие-то пара ассоциаций, которые там тоже немногочисленны. То есть, есть в этом проблема. Надо, наверное, нам всем двигаться
вместе. Вот Ну, мы не умеем этого делать. Ну вот мы сейчас пришли к тому, что нужны качественные политические изменения. Вообще ты следишь за политической повесткой? Я слежу, да. Ну вот президент озвучил сейчас такую инициативу по созданию нового Казахстана. Вот что бы ты хотела бы видеть в этом новом Казахстане? Каким ты его хотела бы видеть? Ну, я, конечно, очень рада, что это все сейчас декларируется. Я надеюсь, что за этим тоже будут действия, потому что сейчас мы все ждем действия. Мы, конечно, верим, что есть еще один шанс. Но вот я, например, из интервью президента, то, что у меня вопросы возникают, то, что вот такая короткая скамья. Но почему мы всегда должны изнутри чиновников находить? Почему мы не можем взять из общества? Почему не можем взять из корпоративного сектора? В конце концов, государственное управление – это такое же управление. Есть люди, которые в этом квалифицированы, они показали результат. И почему мы всегда хотим только тех, кому мы доверяем? И чего мы вообще боимся? И почему мы всегда хотим, чтобы люди были не умнее нас? Почему мы не хотим, чтобы в командах были люди, которые лучше нас, которые свежее нас что-то придумывают, оригинальнее? У которых есть просто другие навыки, другой набор их историй, да, и другой набор, в конце концов, связей. Потому что вот этот вот groupthink, да, о котором говорят часто в управлении, когда люди думают одинаково. Ну что хорошего, когда люди думают одинаково? Конечно. Вот у меня вот вопрос первый кадровый. Почему сформировали вот так? Почему не дали другим людям зайти туда? Почему все всегда закрыто какими-то заборами высокими? Когда уже вот эти все квалифицированные люди получат возможность? То есть министром, грубо говоря, который отвечает за развитие креативных индустрий, может быть представитель этой самой индустрии. Не обязательно это должен быть чиновник. Ну да, это не обязательно должен быть чиновник, но просто я имею в виду, что должна быть свежая кровь. Во всех министерствах. Не только культуры и спорта, но во всех других министерствах. И вообще, это же поднимает тоже планку. Если есть люди, которые учились во всех этих топ-школах, да, которые работали в топ-компаниях, почему мы боимся их запустить? Потому что мы будем бледно выглядеть. Не надо бояться, нужно наоборот как-то приподнимать уже планку и уже куда-то идти. И надо снести вот эти все стены, да, потому что сейчас это какая-то черная, это ящик, не знаю, черный ящик, который мы не знаем, что там происходит. Иногда к нам выходит в эфир. То есть власть это какой-то черный ящик? Да, президент, и что-то говорит, но что там происходит и как они назначают, почему мы не видим там новых лиц? У меня вопросы к этому. Я, конечно, всех поддерживаю, не хочу вносить там какой-то этот дисбаланс или там, чтобы люди были недовольны. Я вижу, что вот эта вот война, она ни к чему не приведет. Но люди не будут удовлетворены, если опять будут те же самые люди. Нужно, чтобы все-таки были какие-то факторы, катализаторы изменений. Нужны другие люди. Я вот считаю, что вот кадровая политика ключевая вещь. Еще другое. Стратегия все-таки должна быть, национальная идея должна быть выработана, потому что до сих пор у нас нет этой национальной идеи. Но я лично считаю, что креативная индустрия, технологичная индустрия, социальное предпринимательство, вот этот impact investments, да, или impact economy, мы просто вот сейчас тоже сформировали такое уже объединение impact, это может быть наша национальная идея, потому что это сегодня драйвер изменения в самых продвинутых странах. Зачем нам повторять путь России или там путь кого-то? Нужно равняться на лучшие страны, на лучшие экономики. Я очень сильно переживаю, что если у нас так и дальше будет продолжаться ситуация, и если креативные индустрии не найдут своей поддержки, то все эти талантливые люди, которые... Что такое креативный человек? Это человек, который создает будущее, да? Они просто потихоньку уедут из страны. И тогда мы получим просто Афганистан.
Ну, они уже уезжают. Ну, вот я и говорю. Вот я даже не уезжаю отсюда, я консультирую большой холдинг во Вьетнаме, люксовый real estate development. Вот, я их консультирую. Всю пандемию, 2 года я вот их консультирую. Я не уехала физически, потому что я не понимаю, что сейчас с вакцинами. Ну, я уже туда работаю, на ту экономику. И также там другие есть клиенты зарубежные. Даже не уезжая, люди могут работать не на нашу страну. Не, ну а те таланты, которые есть, они же в большинстве своем уезжают. Можно и потому что они не находят здесь своей сферы применения, они не работают на Казахстан. толку, что я, например, здесь сижу физически, но я работаю уже не на эту экономику и не на эту страну. Понимаешь, вот это то, что физически уехал, да, это плохо, но люди даже не уезжая отсюда, они могут уже работать не на нашу, не в пользу нашего государства, и не на нашу экономику, и развивая не наши таланты, и не продвигая не наши индустрии. Понимаешь, сейчас же мир, цифры обвязаны, ты можешь где угодно сидеть. При этом, ну, пока мы не откроемся, пока мы не станем реально слышащими, видящими, пока мы не поменяем кадровый подход, и пока мы реально не повернемся лицом и не поддержим финансово, потому что вот этот фонд, который создали, да, сейчас, но это опять будет там, раздадут что-то, а как раздадут, на основе чего, кто туда вообще вошел в этот наблюдательный совет, почему он сформировался так. И вообще, какая стратегическая задача? Заткнуть какие-то дыры, что заплатить этим всем больным, рабочим, там, еще тем, кто возмущается, чтобы не вышли там на площади? Вот это мы хотим? То есть тушить пожар, то есть быть реактивным государством или быть проактивным? Самим задавать повестку, да, самим предвосхищать какие-то вот эти вот напряженности или вообще ну, что-то новое создавать? Или бояться, чтобы не возник пожар? Ну вот у меня вопрос. Как мы хотим. Мы готовы работать, мы поддерживаем и все такое, но мы просто можем даже никуда не выходя, просто уехать. Как вот я, например, уже наполовину, я уже не здесь нахожусь. Хотя я здесь физически нахожусь. И таких много, как я. Поэтому ну, я желаю просто нам всем, конечно, терпения. Я очень хочу, чтобы здесь было все мирно и можно все эволюционно поменять. Но государство должно все-таки понять, что наша экономика – это государственный капитализм, государство превалирует в экономике, и поэтому оно должно внести все-таки большую ответственность. Оно должно стать более человечным. Должно повернуться к людям и реально искренне исповедовать вот эти ценности. Если мы говорим 30% женщин, давайте это делать. Если мы говорим, мы открытые и слышащие, давайте быть открытыми и слышащими. А если мы говорим, что мы хотим быть инклюзивными, давайте включать другие все взгляды и группы населения, не только те, кто сидят у вас по вашей структуре, там министр, замминистр, там все вот эти. Почему не включают никого других? Все, спасибо большое.